Впереди еще 5 лет реализации национальных проектов, но уже время сделать промежуточные выводы по возникшим рискам и скорректировать работу по их сокращению, подчеркивает в своем докладе министр экономики региона. Тем более именно на 2020 планируются самые масштабные работы, так как именно в этом году выделяется значительная сумма 9 миллиардов 400 миллионов рублей. По сравнению с прошлым на 1,7 больше. Мы запланировали наиболее капиталоемкие мероприятия. Это касается в том числе заключения государственных муниципальных контрактов и проведения закупочных кампаний, освоения бюджетных средств. Все должно быть выполнено в строго запланированные сроки. Вы это сами прекрасно понимаете. Еще, коллеги, в очередной раз обращаю внимание, что эффективность освоения денежных средств, достижение показателей, и соответствующих контрольных точек для нас крайне важная задача. Я не устану повторять, что национальные проекты – это для людей. Большая часть взятых обязательств в прошлом году республикой выполнена. Но при этом есть ряд проблем, с которыми столкнулись региональные министерства. Например, по словам Константина Плехова, сегодня не предусмотрена детализация госзакупок в рамках нацпроектов. И профильное ведомство вынуждено буквально в ручном режиме мониторить их. Решить эту проблему можно, разработав нормативно-правовой акт. В этой связи полагаю целесообразным разработать и утвердить нормативно-правовой акт на уровне Республики Коми, обеспечивающий эффективный контроль и мониторинг за своевременным проведением закупок и расходованием средств в рамках реализации региональных проектов и предусматривающий уже сейчас создание на региональном уровне соответствующего аналитического признака причастности к нацпроектам для эффективного мониторинга системы закупок в Республике Коми. Еще один вопрос в повестке правительства – исполнение поручений президента России в сфере развития спорта в Коми. Губернатор еще раз акцентирует внимание на организации широкомасштабной работы, массового вовлечения населения в занятия физической культурой, особое внимание людям пожилого возраста. В регионе для них разрабатывается проект «Активное долголетие». За основу взят положительный опыт Москвы. В столице страны к аналогичной программе присоединились более 200 тысяч горожан старше 55 лет. Мероприятия под программой предусматривают создание физкультурно-спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом на территории муниципальных образований в Республике Коми, в том числе оказание грантовой поддержки спортивным клубам, развитие материально-технической базы для проведения занятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе как муниципального, так и регионального уровней. В настоящее время ведется работа по расчету финансовой потребности. Сегодня в республике ежегодно проходит спартакиада «Старшее поколение» среди ветеранов. Что же касается создания условий для сельских спортивных клубов, то эта работа в регионе ведется уже в течение 6 лет. За это время было освоено более 119 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. На эти средства отремонтировано 72 спортивных зала, приобретено спортивного оборудования для 10 школ, построено 24 перешкольных спортивных площадок, создано 50 спортивных клубов. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.